Продолжается работа делегации Республики Башкортостан во главе с руководителем региона Радим Хабировым в Республике Беларусь. Программа довольно насыщенная. Уже состоялась встреча главы Башкортостана Ради Хабирова с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Открыли представительство Конгресс-бюро Республики Башкортостан в Минске. Посетили предприятие холдинга «Амкадор», компанию по производству специальной техники. И следующий объект – автомобильный завод «БелАЗ». Фактически все, что вы видите, это все уже проданные машины. Мы их завершаем собирать. Мы же производим не только карьерный самосвал, мы подземную технику производим, специальную технику производим, аэродромные. Мы производим краны, мы производим вагоны, всю гамму вагонов для железнодорожного состава. Это вот 450? Это 360 тонн. 360 тонн. Да. Вот фактически вот так вот рама закладывается и производится сборка карьерного самосвала. А это вот что такое? Это, наверное, это шкаф управления. Он так и остается, да? Да, он закрывается и все. Потому что самосвал состоит из чего? Двигателя, заводится вот МТУшный двигатель. Заводится карьерный самосвал, приводится в соответствие двигатель идет в шкаф идет генератор и на колесах электродвигателя. А сколько вот срок эксплуатации? Долговечная машина? По-разному? Как эксплуатируют, наверное, до 10 лет. В зависимости от того, как эксплуатируют. Вот это наша Тесла, полностью электрическая. Поехали. Так, сейчас вот это тормоз легонечко. Это мы динамикой только прикрываем. Да. Пока вот. Да. Значит, на кнопку нажимай. Все, драйв. Все, опускайте тормоз и потихонечку оборот. Руль прямо вот абсолютно очень... Здесь, наверное, притормозите, там уже подъедут. Да, Опускаете. И левой ногой потихонечку притормаживаете. Все. Теперь этой придержите тормоз. Все, придержали. И переводим. Все. Или стояночную включаем скорость. Здорово. Ну как? Очень чуткая вообще, прямо это. Управление вообще. Радий Фаридович, ну что, большой мужчине большая машина? Ну это у каждого мечта, наверное, мальчишки увидеть БелАЗ, а тем более покататься на нем. Здорово. Не страшно, не сложно? Нет? Она управляется легче, чем легковая машина. Понятно, спасибо. Это 450. Рекорд Гиннесса 503-505. А кто его делал? Мы. Тоже? Это БелАЗ. То есть еще больше есть его? Нет, этот он привез 503-505. 503-505, понял. Здесь два двигателя, два электродвигателя и система управления силовой машины. Здесь каждое 4 колеса, 4 электродвигателя. Толщина металла вот такая, да? Толщина металла вот такая. Нет, это козырька. Это козырь. А металла здесь 25-ка. Ух ты. Вот это мощь. Вот здесь можно сделать общее фото. Спасибо большое. Удачи. Молодцы. Спасибо. Молодцы, сохранили предприятие и одно восхищение. Мы сохранили, мы все сохранили это предприятие. Да, конечно. Если бы не Я, ваши кстати, заказы... с нашими руководителями предприятия у нас горная добыча довольно активно идет, и сейчас большое месторождение тоже осваивается. Поэтому я думаю, что ваши еще увидим новые машины. Мы готовы. Всегда. Спасибо большое. Спасибо. Основная цель визита делегации Башкортостана в Беларусь – укрепление сотрудничества между двумя республиками. Сферы разные – экономическая, промышленная, туристическая, культурная. С этой точки зрения Башкортостан – выгодный партнер. По качеству деловой среды и уровню комфорта предпринимательской деятельности регион входит в число лучших в России.
Подробнее об этом в презентации инвестиционного и экономического потенциала Башкортостана, которую белорусским партнерам представили премьер-министр нашей республики Андрей Назаров и глава региона Ради Хабиров. Слово имеет глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Уважаемые дамы и господа, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, делегация Республики Башкортостан приветствует вас. Благодарю за внимание к нашей республике, теплое радушие, с которым нас здесь встречают. Беларусь для нас очень близкая, братская страна. Мы дорожим нашей дружбой и сегодня хотим, чтобы она стала еще крепче. И уверен, что сегодняшний визит послужит этому. Башкирию и Беларусь связывают общее прошлое и настоящее. Наши деды плечом к плечу сражались за многонациональную родину. В годы Великой Отечественной войны Башкирия сердечно встретила и разместила жителей Беларуси. Приняла заводы из Витебска, Гродно, Гомеля, Орши, Микошевичей. В послевоенные годы эти предприятия работали на укрепление экономики Башкирии. И сегодня мы бережем эту завещанную предками дружбу. У нас с вами есть все для расширения сотрудничества в экономике, образовании, культуре. С Башкортостаном можно выстраивать деловые связи, делать успешный бизнес абсолютно в любой отрасли. Наша республика – крупный транспортный узел в самом центре России, перекресток между Европой и Азией. Вокруг нас в радиусе 500 километров 5 городов-миллионников, крупных промышленных центров страны. У республики богатые минерально-сырьевые ресурсы. В наших недрах нефть, железная руда, медь, цинк, золото, гранит, мрамор и многое другое, давшее жизнь целым отраслям экономики. Наш край еще называют медовой столицей России. Наш национальный бренд «Башкирский мед» считается эталоном вкуса. Благодаря своему многовековому опыту и современным компетенциям республика выбрана местом проведения в следующем году 47-го Международного конгресса пчеловодов Апимондия. Мы сегодня приветствуем расширение деятельности белорусских предприятий в Башкортостане, как башкирских в Беларуси. Окажем нашим предприятиям всестороннюю поддержку. Уважаемые друзья, мне хотелось бы отдельно отметить тех людей, которые оказали большую помощь в организации нашего визита и вносят сегодня большой личный вклад в укрепление сотрудничества между Башкортостаном и Беларусью. Благодарю за внимание. Указом главы Республики Башкортостан, Орденом Дружбы Народов Республики Башкортостан награждаются Рыбаков Андрей Алексеевич, председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии. Карпович Артур Борисович, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Уфа. Спасибо, Радий Фаритович. Слово предоставляется председателю Белорусского государственного концерна по нефти и химии Рыбакову Андрею Алексеевичу. Уважаемый Радий Фаритович, уважаемые участники, дорогие друзья, в прошлом году была подписана программа межправсоглашения, основа нашей работы на 5-летний период. Но именно сегодня
главами наших республик была оцифрована и поставлена главная задача – это достичь торгового оборота не менее 700 миллионов долларов США. Мы понимаем, что именно здесь, на этой площадке, в рамках разговора бизнеса, в рамках презентации и общения личного, только здесь мы можем заложить все те основы для выполнения поставленных задач. И, наверное, завершу свое приветственное слово таким лозунгом знаменитым, как «Вперед, Башкирия! Вперед, Беларусь!». Спасибо большое. Спасибо, Андрей Алексеевич. Для презентации инвестиционно-экономического потенциала Республики Башкортостан слово предоставляется премьер-министру правительства Республики Башкортостан Андрею Геннадьевичу Назарову. Уважаемые дамы и господа, уважаемые дамы и господа, приветствуем всех участников сегодняшнего мероприятия, сегодняшней презентации от нашей делегации, от всей Республики Башкортостан. Немного подробнее о нашей республике позвольте рассказать. Ну, вы знаете, Башкортостан имеет репутацию очень надежного делового партнера, и мы формируем таким образом благоприятный экономический и предпринимательский климат, чтобы не только наши предприниматели могли комфортно развиваться, но и все партнеры, все инвесторы могли чувствовать себя защищенными и, в общем-то, чувствовали себя как на родной территории. У нас работают инвесторы из Италии, Венгрии, Франции, Кипра. Буквально недавно к Дню строителя президент Российской Федерации Владимир Путин приезжал на территорию Башкортостана и дал запуск нового предприятия, которое стало выпускать белый цемент, предприятие «Цемекс». По основным показателям развития республика стабильно входит в десятку регионов-лидеров, которые формируют более половины валового внутреннего продукта страны. И наша экономика характеризуется многоотраслевой структурой с высоким уровнем диверсификации. В российском рейтинге эффективности по реализации промышленной политики Республика Башкортостан занимает первое место. Башкортостанские производители обеспечивают организацию белорусской нефтехимии ароматическими углеводородами, терефталевой кислотой, синтетическими каучуками, сжиженными нефтяными газами, различными полимерами. Ни одно нефтехимическое производство невозможно без современных высокотехнологичных катализаторов. И здесь с использованием продукции нашего Ишимбайского катализаторного завода перерабатывается каждая третья тонна бензина в Республике Беларусь. Башкортостан – красивая территория. Если кто из вас были, могут это подтвердить. Конечно, значимым событием в целом для России стало официальное включение геопарка Ингантау в список глобальных геопарков ЮНЕСКО. Этот геопарк первый в СНГ получил международное признание. Уважаемые коллеги, хотел бы еще сказать несколько слов про инструменты поддержки бизнеса в Республике Башкортостан. Для предприятий, открывающих у нас своего производства, действует льготное налогообложение и инфраструктурный кэшбэк. Например, при строительстве завода мы возвращаем до 50% затрат на дороги, газификацию и электрификацию. У нас 5 городов, которые имеют особый юридический статус территории опережающего развития. И здесь для инвесторов помимо стандартных налоговых преференций на прибыль и имущество установлены и специальные льготы. На нашей территории есть особая экономическая зона «Алга». На ее территории резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налогов, а также ввозного НДС. Вызвал интерес наш опыт строительства инфекционных центров, быстро возводимых ковидных госпиталей, которые мы построили у себя уже 2 самыми первыми, один за 55 дней, второй за 50.
После этого 20 субъектов Российской Федерации так или иначе используют наш проект. Наши башкортостанские строители их построили еще в 4 регионах. И сейчас строят, например, в Белгороде сразу 2 госпиталя. И мы приступаем в эти дни, тоже еще было принято решение главой республики построить еще 2 госпиталя для того, чтобы максимально комфортно дать жителям возможность выходить из этой проблемы, когда возникает либо ковидная инфекция, либо, не дай бог, какая-то другая. Еще хотелось бы сказать, что значимым направлением нашего сотрудничества является, конечно, сфера образования и культурное взаимодействие. Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал нашу инициативу создания в Башкортостане Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. И в ближайшей перспективе, мы уверены, он станет одним из ключевых центров академического и научно-технологического превосходства в России. Этот проект также, мы уверены, станет точкой нашего научно-образовательного сотрудничества с Республикой Беларусь. У нас практически нет направлений, по которым бы мы не хотели или не готовы, или не могли бы сотрудничать с вами. Это, в общем-то, и строительство, и медицина, это энергетика, и ЖКХ, и машиностроение, и энергоэффективные, и высокие технологии. В общем-то, практически по всем направлениям мы бы с удовольствием хотели продолжать сотрудничать, потому что по многим уже это сотрудничество начато. Сердечно запрошаем у Башкортостан. Правильно я сказал, да? Приглашаем вас в Башкортостан. Дякую за увагу. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Один из объектов, который запланировали в рамках визита делегации Республики Башкортостан в Республику Беларусь – Национальная библиотека. Это социокультурный центр страны и главное книгохранилище, в котором сосредоточено около 20% фонда, более 10 миллионов экземпляров книг. Делегации Башкортостана во главе с руководителем региона Радим Хабировым продемонстрировали, как устроена библиотека в Минске. Библиотека наша является не только книгохранилищем, но и социокультурным центром. Поэтому у нас на территории библиотеки есть 5 галерей выставочных, где мы проводим литературно-музыкальные вечера. Давайте по пальцам. Это библиотека, Так. это галерея, Выставочный выставочный центр, дальше еще. Спортивный. А что тут спортивное? У нас есть спортивный фокус. Фок да. еще. Потом, значит, есть... Ресторан есть какой-нибудь? Есть ресторан. ресторан. Ну, то есть, есть бар, не бар, кафетерий, так скажем, буфет он называется. Вот где читатель может купить, кто-то себе что-то приобрести. И, в принципе, комфортное пространство, где музей книги есть. Да, музей редкой книги мы тоже его посетим. Ну вот мы тоже хотим в комплексе, чтобы это... Ну вот если вот вы хотите посмотреть, то каким образом происходит заказ? Можно заказать любого автора, назвать любую книгу. Можем произвести. Вот давно, вот интересно, есть у вас отель Лилиан Войнич? Так, фамилия Войнич. Войнич, да. Вот прерванная дружба. Вот, прерванная дружба. Вот, допустим, роман мы можем сразу, выбираем заказать. Вводится читательский билет. Заказ уходит конкретно в то книгохранилище или той читальный зал, где находится эта книга, и отправляется туда. Там на каждом этаже у нас есть сотрудник, который получает этот заказ, подходит к стеллажу, там адрес есть, да, вот, и отправляет его на такой специализированной системе телелиф, которая называется, в читальный зал, за которым закреплен данный читатель. У нас в зависимости от того, является ли читатель научным сотрудником или просто студентом, школьником, он прикрепляется к различному залу. Самый у нас такой востребованный зал – это общий читальный зал. Вот мы туда пройдем, покажем, вот такой самый-самый у нас. Вот это вот наш первый этаж здания, он называется молодежным, потому что он наиболее востребован среди студентов и, так скажем, старших школьников. Получив литературу, чаще всего студенты приходят в читальный зал. На 2 уровнях у нас расположены места. Часть компьютерных мест компьютеризирована. Кроме того, что он может со своей литературой, которую он здесь получил, работать, у нас есть еще и подключение к электронным информационным ресурсам мировых производителей, в том числе и российских.
с большим форматом издания библиотекари доставляют вручную. У нас есть специальный лифт. Вот так вот. Конечно. А здесь вот вмещается до 20 килограмм телелифт вмещает. Вот, соответственно, вот сюда складывается в тележку. Она обладает такой конструкцией, что они ни в коем случае не могут выпасть. Каким-то образом каждый раз баланс соблюдает. И, соответственно, вот, допустим, если читатель здесь уже сдает литературу здесь, то, соответственно, библиотекарь выбирает куда. Покажите, пожалуйста. Да, какой-то читальный зал или в книгохранение. Выбирает его на нашем электронном табло и нажимает кнопочку «Отправить». Номер тележки, вот 21 поехал, вот, выбрала она 21 тележку. Все, она к своему месту назначения. А там уже в ручном режиме на полку. Там уже в ручном режиме библиотекарь, да, принимает книгу и расставляет на полке. Но не бывает такого, что вот очередь большая, ждать и так далее. Или Дело в как? том, что у нас как раз из-за того, что у нас, благодаря тому, что у нас как раз такая форма книгохранения, она больше к шару приближена, у нас обеспечивается доставка литературы в кратчайшие сроки. Это буквально 30-40 минут. Ну, то есть я пришел, заказал, через 30 Через 30 минут она уже будет здесь. Здорово. Андрей Геннадьевич, вы ходите с точки зрения премьер-министра, наверняка уже смотрите и целесообразность, и финансы наверняка уже подумали, во сколько это обошлось, во сколько она могло бы быть. Ну, будет у нас подобная библиотека? Да, абсолютно правы. Мы специально включили в план мероприятий посещения Национальной белорусской библиотеки. Мы хотели понять, насколько функциональна такая вот большая библиотека, насколько востребована людьми, какие за и против, вот когда уже 15 лет она работает. Поэтому видим, что сама идея абсолютно верная, привлекает большое количество и молодых людей, и взрослых. Масштабно достаточно. Да, значит, здесь, конечно, 180 тысяч квадратных метров, это примерно в 4 раза больше, чем мы планируем у себя построить, потому что наша задача создать такое новое пространство в Уфе, 450-летию, где, с одной стороны, сосредоточить популярные и такие известные книги, этот фонд, примерно там, может быть, 1-1,5 миллиона, не закрывая, конечно, и сегодня ту библиотеку, те фондохранилища, которые у нас есть, а просто сюда вынести самые такие важные. Ну и вот посмотрели, как здесь функционирует, заметили, что делается акцент на том, что нужно больше общественных, культурных таких пространств и в меньшей степени уже таких читальных мест, потому что сегодня многие виртуально заказывают, виртуально читают. Требование времени. Да, требование времени изменилось, и поэтому здесь многим хочется просто провести время, посмотреть, пообщаться. И такие акценты мы тоже у себя вот будем иметь в виду при строительстве. В общем, это очень важное посещение, так что мы с пользой приехали и в этом смысле, и возьмем это себе на вооружение при строительстве Евразийской библиотеки, которая точно у нас появится. Спасибо огромное. Сейчас мы с вами проходим круглый зал, где у нас происходят встречи на высшем уровне. И надо сказать, что с точки зрения популяризации именно библиотек, это сработало большую роль именно благодаря нашему президенту, потому что приезжали сюда и главы государства в том числе, и они понимали, что библиотека совершенно в другом формате существует, и это престижно, и это нужно, и это статусно. Вот правильный подход у вас, вот мы тоже ищем такой подход, что это 5 в одном должно быть, а может быть 10 в одном, чтобы сюда молодежь заходила на целый день. Это правильно. А может быть, верно. с семьей зашли сюда, кто-то туда, кто-то на спорт, кто-то и пошло-поехало. Именно поэтому мы сосредоточились на билете даже как социокультурного центра. Если человеку не нужно в данный момент заниматься с литературой, но он хочет хорошо культурно провести время, то мы считаем, что библиотека национальная, поскольку это публичное пространство, оно должно удовлетворять и этой потребности населения в том числе. Понятно. Радфич, позвольте, пока одеваетесь, спросить. Но то, что мы к 450-летию Уфы планируем построить библиотеку национальную, мы уже знаем, все об этом было в СМИ. Мы сюда приехали чему-то поучиться? Конечно, мы же, наши коллеги, я попросил посмотреть все библиотеки, которые есть у нас, ведущие в России. Это Московская фундаментальная библиотека посмотреть в Питере, соответственно, в Санкт-Петербурге посмотреть библиотеку. У нас просто такая хорошая оказия, мы знаем, что здесь хорошая библиотека в Минске, вот решили посмотреть здесь. Надо посмотреть лучшее, что мы можем взять. А что пока вас впечатлило? Пока вот все впечатляет. Вообще организация, и подход такой, что библиотека это не только должно быть традиционное понимание, что пришел читать книги, нет. Это социально-культурный центр.
социально-культурный, даже здесь вот спортивный центр. То есть тут надо собирать все в одном, чтобы человек пришел и мог провести время здесь, не только занимаясь наукой, там, но в том числе и досуг определенный, посидеть с семьей в ресторане, может быть, там, пообщаться со своими товарищами и так далее. Спасибо. Мы куда едем сейчас? Мы сейчас едем на обзорную площадку. У нас есть две обзорные площадки. Закрытая, где находится непосредственно обзорная площадка и ресторан, и открытая обзорная площадка. На самой верхушечке нашей библиотеки вы можете осмотреть город Минск. Вот так вот. Спасибо. Вот с 4 сторон вы можете обойти и, в принципе, взглянуть на город. Здесь открывается вид на проспект Независимости в сторону площади нашей независимости. У нас есть вот такие информационные таблички. А это парк, да, получается? Да, центральный ботанический сад и длинный процесс города. Здесь у нас микрорайон Восток. Один, в принципе, из таких уже, довольно-таки старожилых, так скажем, наших микрорайонов. Если вы можете заметить, архитектура даже такая вот угадывается в 80-е, 80-80-е годы. Здесь у нас музей книги. Здравствуйте. Будьте добры, можно показать, если саму книгу древнюю? А вот самые ценные экземпляры у вас? Самое ценное всегда все субъективно. Для нас самое ценное — это наше книжное наследие, наши древние рукописи, наши первопечатные издания. Но, безусловно, каждый находит свою изюминку. Я покажу какие-то, может быть, отдельные для вас также интересные моменты. Безусловно, мы делаем всегда акцент на белорусской книжности, на белорусских книжных памятниках. Здесь очень важные есть моменты. Культура Беларуси, она многогранна, она всегда была на перекрестии различных культур, веяний, языковых, религиозных, этнических. И в этом плане у нас есть книги такой кириллической традиции, это наша главная святыня. Многие из них очень древние. Самая древняя рукопись, она, правда, в сторонке находится 14 век, 1377 год. Но даже здесь, вы видите, вот 15 век, рукопись вот буквально как вчера писанная. Очень хорошо сохранилась. Внутри, наверное, специальный режим тепловой, да? Температурный. И в самом музее книги свой режим. И в каждой витрине отдельный климатический режим. И температура и влажность всегда поддерживается на определенном уровне. Для одних рукописей вот эта восточная бумага требует одного отношения, а, например, наши рукописи, либо инкунабулы, они другого требуют к себе отношений. Вообще очень интересно, конечно. Спасибо большое за возможность. Ради Федорович, музей вот посмотрели, еще некоторые тонкости. А где будет наша библиотека в Уфе? Это рядом, пока планируем, рядом с Белым домом. Там между площадкой, между госпиталем ветеранов и, соответственно, Белым домом. Там есть площадка, это ближе к мечети? Чуть ближе, но мы не закрываем ни мечеть, мы не закрываем Белый дом. Там место хорошо локализуется. Спасибо.